Так, добрый вечер всем. Начинаем наш прямой эфир. Сегодня поступило несколько вопросов. Начнем, наверное, мы с ситуации вообще по городу Якутску с коронавирусной инфекцией. Да, мы с вами четвертый день показываем, конечно, не те цифры, которые нас радуют, но ситуация более или менее стабилизировалась, но вместе с тем она, конечно, довольно неустойчивая. Нельзя говорить о том, что мы как-то вот с вами справились с этой историей, поэтому я бы очень хотела вас всех попросить. Вы огромные молодцы. Подавляющее большинство жителей города Якутска, все-таки вы придерживаетесь и масочного режима. Я вижу, что все стараются, поэтому большая признательность вот к сознательной части нашего города. А всех остальных я все-таки прошу подтянуться. И я бы хотела попросить еще руководителей предприятий осознавать свою ответственность за то, что у вас происходит на предприятиях, и чтобы вы следили за температурным режимом на своих предприятиях и обязательно ввели температурный контроль своих работников, и в случае, если у кого-то из ваших людей будет определенная симптоматика, они, конечно, должны обратиться за медицинской помощью. С сегодняшнего дня, это второе сообщение, которое я бы вам хотела сказать, с сегодняшнего дня мы повысили уровень пожарной опасности в городе, на территории городского округа город Якутск. Пожароопасный сезон у нас в самом разгаре, и сегодня мы его повысили до уровня высокий. Что это означает? Это означает, что все-таки по-прежнему нельзя выезжать в лес, нельзя разводить костры, соблюдать все правила пожарной безопасности. Вы видите, что температура поднимается воздуха. Это, конечно, хорошо. Наше якутское лето, оно короткое, но вместе с тем, очень жаркое. Поэтому вот все-таки пожароопасный сезон в самом разгаре. Прошу придерживаться всех правил. Так, думаю, что надо перейти к вопросам. Почему все центральные дороги перекрыты? Вы знаете, мы второй год находимся в федеральной программе строительства и реконструкции дорог, поэтому, конечно, в ближайшие годы мы с вами в городе Якутске должны провести ремонт и реконструкцию на городских улицах общей протяженностью 203 километра. Поэтому эта работа будет продолжаться ежегодно. Я прошу всех потерпеть и с пониманием отнестись к тому, что дороги в городе Якутске, те или иные, на протяжении нескольких лет, конечно, будут перекрыты. Я думаю, что вы поддерживаете. В следующем году мы с вами начнем ремонт проспекта Ленина. И, конечно, это тоже создаст довольно серьезные проблемы как для пассажиров общественного транспорта, так и для водителей. Прошу подготовиться. Но давайте мы сделаем так. Чуть позже к прямому эфиру присоединится мой заместитель Евгений Николаевич Григорьев, и ситуацию с дорогами мы с ним обсудим вместе с вами, все вместе. Так, очень много вопросов поступает по открытию касс Энергосбыта. Вы понимаете, что Энергосбыт относится к компании Якутскэнерго, которая является предприятием компании Русгидро. Соответствующее письмо руководству Якутскэнерго мною направлено для того, чтобы для вашего удобства все кассы Энергосбыта были открыты. Надеюсь, что в ближайшее время соответствующее решение будет принято. Поступает много вопросов кроме дорог, по выделению участков для многодетных семей. Вы знаете, что решением правительства Российской Федерации лесные участки должны быть переданы в собственность городского округа город Якутск, в муниципальный фонд земель. Но сейчас там есть некоторые проволочки, чисто юридические. Мы работаем по этому вопросу с Росимуществом. Но здесь, у нас есть принципиальная позиция, что мы должны все-таки сначала сформировать план этих земельных участков. Мы к этой работе уже, в принципе, приступили. Для того, чтобы участки были уже запланированы инфраструктурой и прочими вещами, чтобы не было просто
выделения участков в поле или в лесу. По Саталу, по 9 кварталу я отвечала неоднократно. Значит, повторю еще раз. Значит, по той части, вот, которая у нас в резервировании находится, мы проводим работу совместно с правительством Республики Саха-Якутия. Должны быть внесены документы в определенные и федерального уровня, поэтому работа идет, надо подождать. Так, значит... Хатын-Нурякское шоссе в этом году доделают, ну, это ответ, да, Хатын-Нурякское шоссе доделают. Ну, давайте по дорогам, вот комплекс вопросов мы, значит, с вами еще раз проговорим. Так, режим самоизоляции. Режим самоизоляции, значит, вот я сейчас, буквально вот несколько минут назад, мы закончили ежедневные совещания у главы республики Василия Сергеевича Николаева. Они проходят ежедневно, значит, где мы сверяем часы, проверяем, контролируем ситуацию, обмениваемся мнениями. Есть общее мнение, что, значит, уровень заболеваемости пока не настолько низкий, чтобы можно было снять режим повышенной готовности и определенные ограничения, связанные с ним. Поэтому давайте подождем указ главы республики. Значит, я как бы сейчас пока комментировать не могу. Решение будет опубликовано завтра. Надо, в общем, просто подождать. Так, по земельным участкам. Ну, возвращаясь к этой теме, у нас всего заявителей за все это время обратилось более 9 тысяч человек, из них порядка 3600 человек земельные участки получили, но нужно отметить, что более 6 тысяч многодетных семей до сих пор находятся в общегородской очереди. Это действительно серьезная проблема. Значит, но, повторюсь, мы над ней работаем. По детским садам. Осенью, безусловно, детские сады откроются. Надо подождать. Значит, библиотеки, так, автошколы. Ну, друзья мои, здесь еще раз надо ждать решения Республиканского оперативного штаба. Значит, ну, я должна вам сказать, что вот сегодня я, когда читала предварительно вопросы, которые вы мне направили, там кто-то спрашивал, вообще есть ли случаи повторного заболевания. В городе Якутске, в республике Саха-Якутия, значит, повторных случаев заболевания коронавирусной инфекцией нет. Но в других субъектах Российской Федерации такие случаи есть. Поэтому, к сожалению, можно повторно, значит, заболеть. Поэтому даже те, кто болел, будьте очень осторожны, будьте внимательны. Мы должны понимать, что коронавирус, по большому счету, так же как грипп, ОРВИ и так далее, останется с нами надолго. Поэтому мы должны с вами на самом деле просто привыкнуть к тому, что мы должны соблюдать правила гигиены, и мы должны с вами соблюдать санитарные правила, которые нам с вами рекомендованы специалистами. Но также меня спрашивали, почему в городе Якутске самая высокая заболеваемость среди всех городов Дальнего Востока. Но тут несколько объяснений этому. Ну, во-первых, у нас в городе Якутске самая высокая плотность населения среди всех дальневосточных городов. Это морфология нашей застройки, морфология застройки нашего города. К сожалению, вот она, конечно, в центре города еще даже плотнее. Мы же берем просто в целом, значит, какая у нас плотность, но в центре города она гораздо выше. Второе это то, что мы, северяне, живем в очень суровом климате, и среди нас большое количество, значит, людей вообще с болезнями органов дыхания. И поэтому, конечно, мы наиболее подвержены вот в силу вот наших климатических условий и высокого уровня заболеваемости. Поэтому я еще раз повторюсь, что нам надо очень себя беречь и беречь своих близких. Каков возраст самого младшего, кто заболел коронавирусом? Ну, ему было несколько месяцев, нужно сказать, что 1 месяц был. Да, значит, но нужно здесь отдать должное нашим медикам. Детишки выздоравливают, детишки выписываются. Среди детишек вот как бы таких особо тяжелых случаев не было. И даже тот ребеночек, о котором я вам сообщала, с синдромом Кавасаки, он уже переведен в нормальное отделение. Жизни и здоровью ребенка этого ничего не угрожает, но вместе с тем, обратите внимание, как только наши с вами детишки поехали к бабушкам и дедушкам,
значит, идет рост заболеваемости в улусах. Поэтому убедительная просьба: если поехали к бабушкам и дедушкам, значит, пожалуйста, придерживайтесь мер. Значит, надо встать там на медицинский, значит, учет, обратиться в участковую больницу или ФАП для того, чтобы вас, ну, чтобы знали, что ваш ребенок прибыл. Никаких ограничений по передвижению по территории республики нет, никаких справок с вас требовать не должны, но просто сами в пределах разумного, пожалуйста, значит, придерживайтесь всех правил. Бабушка не получила паёк старше 65 лет. Значит, вот про паёк старше 65 лет я это, конечно, передам Министерству молодежи, потому что вот этим продовольственной помощью одноразовой занималось Министерство молодежи. Ну, эту акцию они уже закрыли, акцию они уже перестали эти продукты предоставлять, но тем не менее Министерство молодежи я адресую. Значит, почему выпускники проходят медосмотр платно? Ну, на самом деле бесплатно, значит, медосмотр платно. Ну, я не знаю, у меня нет такой информации. Справка вот эта вот 076, что она платна, не знаю. Вот, пожалуйста, Линка 2178, пожалуйста, поясните, какая поликлиника, когда это было, чтобы мы могли уже среагировать более предметно. Начальники все ходили на СЭХ, а мы, серые лошадки, сидели в квартирах. Ну, я не знаю, про каких начальников вы говорите. Я тоже сидела у себя дома с мамой, с мужем. Мы втроем отметили СЭХ. И, ну, что делать, если ситуация такая? Значит, надо просто всем отнестись к этому с пониманием. Насколько я знаю, на территории города Якутска не было никаких СЭХов, поэтому, пожалуйста. Если вы имеете в виду то видео, которое мы записывали, но это алгыс, который должен был быть в этот знаменательный день произнесен, поэтому, значит, алгыс заранее записали для того, чтобы все могли к этому действию присоединиться. Так, много жалоб на работу управляющих компаний. Так, мы их фиксируем, принято. Пожалуйста, когда, я и в прошлый раз говорила, и сейчас прошу вас, когда вы жалуетесь на работу той или иной управляющей компании, пожалуйста, во-первых, пишите адреса, во-вторых, я все-таки обращаю ваше внимание, что управляющие компании выбирают сами жители. Это все равно, что договор подряда. И управляющие компании не относятся к мэрии города Якутска. Более того, за работой управляющих компаний следить должна уполномоченная организация управления государственного жилищного строительного надзора. Это республиканская структура. Тем не менее, жалуйтесь на управляющую компанию, пишите адреса. Если вам необходимо сменить управляющую компанию, но вы не можете собрать соседей, либо вы не знаете, как оформить документы, тогда вы должны обратиться в управу. Управа ни в коем случае не будет вам навязывать какую-либо управляющую компанию, но подскажет, как правильно оформить те или иные документы для смены, значит, управляющей компании. Когда ГИБДД нормально заработает, невозможно зарегистрировать машину. ГАИ ничего не делают, рядом стоят и курят. Но ГИБДД, вы понимаете, относится к структуре Министерства внутренних дел, это федеральная структура. Но, тем не менее, руководству МВД я вашу жалобу передам, посмотрят, разберутся. Так, в Сергелях самозахватом закрыли забором озера, никаких документов не показывают, посодействуйте, пожалуйста. Я данную информацию по Сергеляху, значит, передала сейчас в управление муниципального контроля. Как только будут возможно будет начать проверки, мы, значит, вот по этому адресу на Сергелях выедем. Поступило несколько жалоб, я поняла вас. Так, что с домом на Автодорожной? Значит, мы заказали заключение. Вы должны понимать, чтобы признать дом не подлежащим восстановлению, необходимо официальные документы, то есть мы будем ждать заключения. На мой частный взгляд, но я не строитель, я не, конечно, не работаю в системе ГОЧС, но мне кажется, что восстанавливать его не нужно. Но, повторюсь, надо дождаться заключения. На сегодняшний день из этого дома все жители эвакуированы. Кто нуждался в маневренном фонде, маневренный фонд получили. Остальные пока размещены по родственникам, но будем ждать заключения. Так. Почему в городе и вокруг него так грязно и мусора много? Ну, тут причин несколько. Во-первых, мусор не возникает ниоткуда, это мы с вами его туда вывозим и бросаем.
Во-вторых, все-таки очень много юридических лиц в городе Якутске заключают договоры на вывоз мусора с ненадлежащим исполнителем. То есть надо понимать, что в городе Якутске определенный региональный оператор, с которым юридические лица должны заключать договор, и он уже несет всю полноту ответственности за то, что вот мусор будет доставлен на городской мусорный полигон и надлежащим образом там, значит, с ним поработают. А когда нанимают, чтобы подешевле частников, вот эти частники до полигона не довозят, то есть бросают его в близлежащем лесу. Следующая проблема – это накопление мусора, и в том числе крупногабаритного, значит, в частном секторе. Частный сектор у нас преимущественно за вывоз мусора не платит пока, поэтому, конечно, оттуда никто и не убирает, и, соответственно, образовываются несанкционированные свалки. Мы в этом году на несанкционированные свалки, значит, предусмотрели порядка 17 миллионов рублей, на 4 миллиона мы вывезли, и остаток, вот еще 13 миллионов, несанкционированные свалки мы должны вывести до осени. Поэтому ситуация с мусором, она не то чтобы под контролем, да, мы знаем, значит, их местонахождение. Вот недавно известный городской портал также нам помог, собрал адреса, поэтому будем убирать. Так, по газификации. Значит, мы наконец-то разработали, я докладывала вам об этом в одной из своих публикаций, но для тех, кто не читал, повторюсь еще раз. Разработали схему газоснабжения, значит, высокого давления, приступили к разработке схемы газоснабжения среднего и низкого давления. В ближайшее время, когда закончим, то мы должны будем рассчитать все показатели. Я полагаю, что дефицит пропускной способности, он будет каким-то образом рассчитан и ликвидирован, и сможете подключаться. Приоритетно для нас направление южное, поскольку вы знаете, указ есть главы Республики Саха-Якутия о развитии города Якутска в южном направлении, и в приоритете у нас Марха как самый густонаселенный микрорайон, значит, города. Поэтому немножко подождите, мы должны справиться. И нам, конечно, было очень отрадно слышать, что главой, значит, нашей страны, президентом нашей страны было дано указание о, значит, бесплатной газификации населения. Ну, там план аж до 1932 года, по-моему, но, тем не менее, я думаю, что это существенно вопрос ускорит. И надеюсь, что действительно для жителей это не будет ничего стоить, потому что на сегодняшний день бывают ситуации, когда у жителей сотнями просто тысяч просят за подключение к газу. Так, решите вопрос с собаками в промышленном округе, боимся пешком ходить. Пожалуйста, пишите адреса для того, чтобы ловцы могли выехать по конкретным адресам. Так, Сатал, когда будет ИЖС? Ответила на этот вопрос. Так, Красильникова 4/3. Данное обещание год назад окружной администрацией не исполнено. По каким причинам, сколько нам еще ждать? Ну, начнем с того, что мы с жителями Красильникова встречались. Вот. Не знаю, о каком обещании вы говорите. Мы с вами договаривались о том, что вы каждый за себя персонально подадите в суд и, соответственно, будете, значит, в судебном порядке, значит, доказывать свое право собственности. На сегодняшний день, значит, у нас есть мировое соглашение по адресу 3/4. Да, значит, по Красильникова 4/3 мировое соглашение на стадии подписания, поэтому надо немножко подождать. Но, повторюсь, никаких обещаний по домам Красильникова я не давала. Мы лишь с вами договаривались о том, кто как должен действовать. Поэтому 4/3 движение есть. Выпускники в частные клиники идут, ибо быстро, поэтому платно. Ну вот, спасибо за пояснение, действительно. Кто хочет быстрее, тот, значит, конечно, должен платить. Так, на днях мы приняли решение, тоже много вопросов по, значит, ночному шуму от машин в районе Речпорта. В ближайшие дни комиссия по безопасности дорожного движения городская состоится. Предварительно принято решение о том, что там нужно, значит, установить, организовать так называемых лежачих полицейских. Поскольку ГИБДД предлагала поставить там шлагбаум, но дело в том, что Речпорт – это такой объект, который работает допоздна, шлагбаум там поставить невозможно, поэтому путем лежачих полицейских.
Да, я читала о том, что вы говорите очень хорошо, там можно там прыжки тренировать на машине и так далее, но я думаю, что таких смельчаков найдется мало. И то же самое вот по новым дорогам, которые мы построили, после того, как построили в прошлом году, после того, как подрядчики устранят все недостатки, отдельно будем решать, где, значит, ложить еще полицейских для того, чтобы на новых дорогах сильно не разгонялись. Так, на каком основании продуктовые магазины закрывают на выходные? Никто не закрывает продуктовые магазины на выходные. Поэтому я не знаю, о чем вопрос. Закрывали в период, когда у нас было очень много больных, но я должна сказать, что статистика свидетельствует о том, что когда мы в сложный период закрывали магазины, это все-таки дало свои положительные результаты. По улице Автодорожная 8/3 и 8/4 мы их будем обследовать вместе с тем домом, который уже обрушился, поэтому надо просто подождать. Почему данные по зараженным разные? Мегино-Кангалатский улус. Ничего не могу сказать про Мегино-Кангалатский улус. Я глава города Якутска. Почему людей из Якутии на работу не берут? Пожалуйста, вот не задавайте риторические вопросы, задавайте конкретные. Так, горбольница номер 3. По беременности не берут анализы крови уже 2 месяца. Я прошу моих коллег этот вопрос, значит, сразу зафиксировать. По беременности не берут анализы. И передать в управление здравоохранения, если надо, в Министерство здравоохранения. Когда будет следующий этап снятия карантина? Открытие фитнес-центров интересует. Но, повторюсь, это нужно ждать. Завтра у нас указ главы должен выйти, там будет определено. Так, по заболевшим, по организации медицинской помощи заболевшим, пожалуйста, я бы хотела, чтобы вы эти вопросы адресовали в Министерство здравоохранения, поскольку мэрия города Якутска лечением больных не занимается. Так, вот по конкретным земельным участкам АЗО, пожалуйста, подсоединяйтесь. Вот Марина Таронова спрашивает, что ей отказали в прирезке участка. Пожалуйста, выясните, где что, разъясните человеку. Так, на территории двора кто должен дороги делать? Ну, значит, на ремонт дворовых территорий мы нынче деньги предусмотрели. Значит, около дворовой территории примерно 100 многоквартирных домов нынче мы отремонтируем. Но мы должны понимать, что этого будет все равно крайне недостаточно, потому что, ну что там эти 50 квадратных метров или 10 квадратных метров в одном дворе, конечно, это не даст существенное какое-то изменение картины, но тем не менее ремонтировать будем. По своему конкретному двору, пожалуйста, обращайтесь в вашу управу, чтобы они вам... Так, по автодорожные вопросы повторяются, поэтому просьба, значит, смотреть, что я ответила дальше. Так. Ну вот теперь верните металлические листы на въезд 203 микрорайона. Я получила порядка 10 жалоб только в мой адрес. Уберите металлические листы на въезд 203 микрорайона. Но здесь мы должны понимать, что те металлические листы, то конструктивное решение, которое, значит, строителям было предложено, оно себя не оправдало, начало громыхать, и жители близлежащих домов обратились с требованием демонтировать металлические листы. Мы их демонтировали. Сейчас принято решение, что надо вообще конструкцию водоотводного лотка, который вот как желобок на 203 микрорайон лежит. Будем менять конструкцию этого лотка в принципе, поэтому просто не разгоняйтесь, объезжайте его пока аккуратно, надо, значит, решать. По адресу Автодорожная, ну вот я повторяю несколько раз уже по Автодорожной, вы задаете вопросы, слушайте, пожалуйста, внимательно. Мы ждем официальное заключение уполномоченной организации. Когда будет заключение, мы примем решение, что делать с этими домами дальше. Так, по частным детским садам спасибо коллеге с управления образования за ответы. Ну вот опять это решетка, верните решетку. Повторюсь, решетку пока возвращать не будем, нам нужно изменить конструкцию лотков. Так, я просила бы подключиться Евгения Николаевича Григорьева. Давайте-ка мы это попробуем. Никогда еще этого не делала. Сейчас мы посмотрим, как у меня это получится. Если не получится, прошу не судить строго. Так, Евгений Николаевич Григорьев.
Ждем ответа. Вот, у меня получилось. Здорово. Добрый вечер, Добрый Светлана вечер. Владимировна. Давайте-ка мы с вами расскажем жителям города про дороги, которые мы будем нынче ремонтировать. Так, ну, значит, у нас сегодня добрый вечер, уважаемые горожане. В этом году в рамках реализации национального проекта БКАТ у нас запланировано 28 объектов. Из этих 28 объектов мы, значит, на 17 объектов вышли сегодня, уже работы ведутся. Значит, из оставшихся 11, это 2 улицы в городе Якутске, Петровского и Орджоникидзе. Работы начнутся со следующей недели. Значит, по остальным 9 улицам, это 9 улиц по пригородам. Значит, по пригородам мы в этом году работу ведем методом ресайклинга. Сейчас работает, значит, бригада, которая будет переходить А вы прямо про пригороды скажите, какие улицы, Евгений Николаевич? Хорошо. Значит, у нас остались неохваченные, ждем Табага, улица Березовая, Каландрашвили, строителей. Тулагина, улица Связистов, улица Уваровская, улица Порядина. Значит, по Кангаласам, улица Пионерская, Лесная, Объездная. Значит, это 9 улиц, которые остались. Сегодня ведут работы по пригородам. В Магане 2 улицы, это Кирова и Алымова. Значит, новая улица в пригородном идет. И в Хатасах, Оржакова и Совхозная. Хорошо, ну я думаю, что это за последние десятилетия первый такой крупный объем для пригородов. Да. Хорошо, пожалуйста, тогда, Евгений Николаевич, вот давайте мы расскажем про объекты 2019 года. Люди очень много задают вопросы, почему нет тротуаров, почему нет того, сего, поэтому давайте-ка про 2019 год. Так, да, по переходящим объектам 2019 года у нас с прошлого года по плану 11 объектов, они переходили на 2020 год. Из них, из этих 11 сегодня работа ведется в рамках переходящих по 5 объектам. Значит, остальные объекты у нас сейчас находятся на стадии подготовки технического задания для для отторговки строительно-монтажных работ. Значит, были внесены корректировки в проектную документацию в связи с, значит, вновь скрывшимися обстоятельствами в прошлом году, это по пучинообразованиям. Значит, мы в части, значит, обустройства новых примыканий, исходя из пожеланий, значит, горожан. Все работы относительно Хатым-Юряху, вот я здесь фиксировал для себя с прямого эфира. По Хатым-Юряху, значит, работы у нас запланированы до конца августа. Мы, значит, до конца августа должны основной объем работ закончить. Ну, значит, по контрактации мы поставим сентябрь месяц. У нас, значит, ответственная компания по Хатым-Юряху была по прошлому году Дорис. К сожалению, по прилету у Дориса было, значит, зафиксировано ковид. И все сотрудники Дориса вынуждены были отсидеть у нас. Ну, там есть небольшая задержка, да. Да, да, и в связи с этим, значит, мы чуть-чуть задержались, но тем не менее, со вчерашнего дня бригады вышли работать на Хатым-Юрях, значит, по доделкам прошлого, значит, переходящих объектов. Вместе с тем, значит, той же компанией работы ведутся на улице Пилотов. Значит, сегодня мы там обустраиваем водоотводные лотки. Значит, после водоотводных лотков выйдут уже на обустройство, благоустройство. Так, что еще добавить? Вопросы, которые звучали здесь. Значит, по 202 и 203 микрорайону, значит, разрешите прокомментировать тогда вот эту злополучную решетку. Да, действительно, значит, да, мы этой темой занимались. Значит, там проблема была в анкерных болтах, с помощью которых крепилась, значит, конструкция, железный лист. Сейчас мы на этой неделе попробуем закрепить ее новым способом. Это временное решение, опять же, до того момента, пока, значит, не будет принято техническое решение по углублению всего лотка, который идет вдоль Хабарова. То есть это, значит, этот лоток относится по границам к улице Хабарова, поэтому не попало, значит, в границы, отведенные Кларионова. Но мы здесь решение придумаем обязательно и наладим. Но сейчас, в ближайшее время, мы временное решение какое-то наладим, чтобы могли, значит, учесть претензии жителей, которые живут на Хабарова и до которых, конечно, звук доносил, значит, неудобства. Так, значит, что касалось улицы Новой, ну, работы ведутся, я ответил. Могу, Сардана Владимировна, осветить планы 2021 года, которые мы будем... Да, давайте, потому что очень много вопросов поступает у нас с вами же по Чеченко, по Бабушкину, по Мархе очень много вопросов всегда. Поэтому
Давайте-ка мы с вами поделимся планами на 2021 год. Так, значит, у нас, исходя из того, что мы в этом году начинаем знаковый проект, значит, для города окружное шоссе в четырехполосную, да, этот объект будет вводиться в будущем году. Также в этом году мы начнем, значит, 3 улицы по строительству подъездных дорог для многодетных. Это в Хатасах, в Тулагино и в Табаге. Значит, эти 4 объекта будут завершены в будущем году. Помимо этого, значит, мы начнем знаковый для республики, для города в целом проект. Это проект реконструкции проспекта Ленина. Значит, и также продолжим тот темп, который мы набрали по пригородам. Значит, мы планируем в будущем году охватить с каждого пригорода улица Нагорная по Кангаласам, значит, улица Николаева в Тулагино, улица Советская в Мархе, улица Олега Кошевого в Мархе. То есть вот эти 2 проблемных участка по Мархе мы в будущем году планируем закрыть. Значит, по городу у нас больные улицы и проблема, которая сейчас заставляет жителям, это улица Бабушкина, 2,4 километра на будущий год стоит, значит, улица Ильминская, значит, улица Каландрашвили, улица Халтурина, участок от Кальвицы до Лермонтова, значит, улица Жуковского и улица Авиаторов. Всего мы планируем 15 улиц на будущий год, с учетом того, что, значит, ну, попадет, значит, проспект Ленина. На будущий год... Значит... Евгений Николаевич, по ямочному ремонту. Да, хорошо. По ямочному ремонту. В этом году, значит, по ямочному ремонту мы, согласно вашему указанию, разработали календарный график по дням работы. Значит, у нас в этом году, значит, попало 44 улицы по ямочным ремонтам по асфальтобетонам. Значит, мы в рамках разработанного плана двигаемся, и до середины июля мы закончим этот объем, который у нас стоит. Ну, скажем так, 2-я декада июля. Может, дожди там что-то чуть-чуть оттянуть, но в плане, который у нас есть, середина июля, значит, мы из запланированных 6600 квадратных метров из этого перечня на сегодняшний день прошли около 3500 квадратных метров. Работа ведется согласно установленному графику. То есть, значит, работу ведет Якутдорстрой. Ну, сегодня они работают на Дзержинского, на Можайского, значит, пропилами. И в ночь, когда, значит, людей меньше, мы выходим на асфальтирование. То есть работаем в круглосуточном режиме. Помимо, значит, от ямочного ремонта асфальтобетона, мы, значит, той крошкой, которая появляется со снятия, значит, асфальтового покрытия на улицах с БКАДа, мы эту крошку направляем на поддерживающий ремонт магистральных дорог сегодня. Значит, на прошлой неделе мы провели по вашему указанию работы на улице Ильминской и на улице Очиченко. Значит, в планах стоит, значит, поддерживать эти работы в течение этого сезона. Значит, крошкой, которая будет высвобождаться, мы, значит, по отдельно выходящей крошке у нас есть разработанная потребность, которую направили все управы. Там порядка 5000 кубических метров. Значит, после того, как сейчас, значит, подрядчики наладят фреза, то есть фреза была сломана, одна большая сейчас у подрядчика, как она наладится, мы начнем работы по складированию и распределению этой крошки. Значит, и помимо этого, вот, магистральные улицы, которые есть, сегодня мы будем поддерживать. Также крошкой пройдемся по 50 лет Советской Армии, в том участке, который не попадет под асфальт. Хорошо, хорошо. Так, и, Евгений Николаевич, много вопросов Короленко 25 вы ответили, но давайте ответим еще раз. Значит, что на самом деле нас это беспокоит не меньше, чем жителей этого адреса Короленко 25. 29 июня будет очередной суд, ждем судебное решение. Мы на основании судебного решения готовы ввести дом в эксплуатацию. Мое беспокойство заключается в том, что нам нужно готовиться к отопительному сезону. Этот дом в этом году должен войти плавно. Поэтому, значит, уважаемые жители, Короленко 25 у нас на контроле, не думайте, что вас кто-то забыл. Я вижу сообщение по трещинам домов, Билибина 46/5. Пожалуйста, УГЧС на заметку возьмите, прям как заявку надо уже оформлять. Евгений Николаевич нас спрашивает по тротуарам 202-203, когда будут переделаны. Ну, как бы эти тротуары уже сейчас делаются, как я понимаю, да? Часть уже исправили, часть доделают. Вот очень много вопросов нам задают про велодорожки, которых практически нет в городе Якутске. Давайте расскажем, как мы их будем организовывать. Да, значит, мы сейчас в рамках
ну, поставленные задачи по, значит, развертыванию кольца велодорожного, да, по городу Якутску. Там, где возможно, значит, соорганизовывать по ширине тротуарной части велодорожку, мы в проектах обязательно в техническом задании закладываем. То есть у нас велодорожка будет сделана на окружном шоссе, велодорожка появится на проспекте Ленина, ну и вообще на всех улицах, которые будут попадать под строительство и реконструкцию, мы будем закладывать, значит, организацию велосипедных дорожек. Более подробно мы можем это, значит, обсудить после того, как будет сформирована проектно-сметная документация. То есть мы на будущий год закладываем велодорожку окружное шоссе, проспект Ленина, значит, в тех местах, где возможно было. Мы, конечно, хотели заложить ее, значит, допустим, в этом году на Курнатовского, но ввиду стесненности домами индивидуальными, жилищными, там не получается разместить велодорожку, там будет просто пешеходная дорожка. Так вот, Так, Ивана Кульбертинова в планах стоит или нет? А то тут прямо с вопросительными знаками, много тут гласных нам пишут. Ивана Кульбертинова когда? 3А. По Ивана Кульбертинова, значит, в ПСД разработка, значит, 22 год мы надеемся сделать, 22 год. да, объездную дорогу от ДСК до птицефабрики. Так, Кульбертинова, 22 год ждем. Проектно-сметной документации в следующем году. Так, ну, Евгений Николаевич, давайте мы сделаем следующим образом. Мы с вами запланируем, или вы сами запланируете через мой канал, да, прямой эфир прямо вот по дорогам. Потому что мы сейчас отвечаем по дорогам, люди не слышат ответы на другие вопросы, поэтому большое вам спасибо, можно вам отключаться, дальше участвуйте в нашем прямом эфире, пожалуйста, смотрите вопросы, отвечайте. До свидания. Спасибо, Евгений Николаевич. Так. Курашова, Лермонтова вложили трубы, сняли плитку с тротуара рядом с домом Лермонтова 56, уже месяц все разбросано, плитку обратно не положили. Так, принято. По частным детским садам отвечали неоднократно, ждем. Газоохранная линия в Хатасах. Ну, работу мы ведем. Так, по Красильникову тротуару уже отвечали. Так. Хатынурях работу будут доделывать, поэтому немножко ждем. Вам объяснили, что у Дориса есть проблемы, там заболели у них больные. Так, ну, Бабушкина, Зорги, Крыжановская. По Бабушкина мы вам ответили, по Чеченко ответили. До какого будут работать обсерваторы в городе Якутске? Не могу сказать, решение будет приниматься республиканским оперативным штабом. Так, велодорожки по кругу совершенно верно. Поликлиники, я думаю, в ближайшее время должны открыться. Было соответствующее поручение президента Российской Федерации. Надо ждать. По линии Министерства здравоохранения, просто, коллеги, поймите, я не уполномочена отвечать. Значит, по Хатасской свалке, значит, деньги нами выделены. Работы мы должны провести в этом году. Не беспокойтесь, есть даже подписание прокуратуры. Мне недавно вручили предостережение природоохранной прокуратуры. Это все как бы не шутки, поэтому с Хатасской свалкой, конечно, будем разбираться. Вопрос уже многолетний. Демиин, круговое расширение, да, расширение. Так, газоснабжение Покровского тракта я отвечала. Так, по двору Курашова 44, пожалуйста, звоните в управу, они вам более точно ответят. Я все 100 с лишним адресов на память сейчас не помню. Так, водопровод на Олега Кошевого. Так, Марка, отвечаем. Но дело в том, что вообще с водоснабжением нам необходимо все-таки вернуться еще раз к инвестиционной программе акционерного общества «Водоканал», поскольку «Водоканал» за свои инвестиционные программы исключил водоснабжение Мархи. Поэтому это такой вопрос очень сложный, надо к этому возвращаться совместно с «Водоканалом». «Водоканал», вы знаете, как бы преимущественно республиканская организация, поэтому на уровне правительства. По газоохранной зоне по Хатасам что решено? Ну, вопрос мохнатый, поэтому с такой очень длинной историей. Мы этим занимаемся, как будет какое-то решение, я вам сообщу, немножко надо подождать. Друзья мои, вы как будто друг друга не читаете, вы задаете одни и те же вопросы, и в результате строчка бежит. Будьте, пожалуйста, внимательны друг к другу, смотрите, одни и те же вопросы повторяются. Да, речной порт я уже отвечала сейчас, чуть ранее.
Так, администрация Мархи не реагирует на свалку на Лобановке. Так, двор Есенина просит асфальт. По улице Ильминской будет что? Евгений Николаевич сейчас отвечал. Так, насчет помощи обрушившегося дома. Материальная помощь, значит, собственникам будет оказана. Значит, узнавайте, пожалуйста, все через свою управу. Все жители обрушившегося дома по автодорожной находятся в одной WhatsApp-группе. И хотела бы поблагодарить прокурора города Якутска, который также находится в WhatsApp-группе с жителями, поэтому там не беспокойтесь, контроль за законностью всех наших действий, он ведется. Так, очень много вопросов, почему строятся узкие дороги. Ну, друзья мои, я неоднократно отвечала, отвечу еще раз. В 2017 году поменялись строительные нормы и правила касательно строительства дорог. И теперь, значит, вот утверждена ширина дорог такая, какую мы сегодня имеем. При двухполосной у нас получается 3,75, общая ширина дороги получается у нас с вами 7,5 метров. Это строительные нормы и правила. Поскольку город Якутск является участником федеральной программы, все проекты проходят государственную экспертизу строительную, все делается абсолютно законно. Да, с 2017 года дороги стали чуть уже, но это по всей Российской Федерации, не только в городе Якутске. Так, спасибо моим коллегам, которые, значит, присоединились к ответам. Сардана Владимировна, пробки каждый день в сторону Мархи, Сатал, Жатай, Маган. Будет ли расширяться дорога? Да, дорога будет расширяться. Вот там в последующем, по-моему, Евгений Николаевич сейчас тоже ответил про это. В последующем там будет четырехполосная, вот там, где вот находится ГИБДД, вот как бутылочное горло, там обычно мы с вами застреваем, поэтому там мы впоследствии мы с вами эту дорогу расширим. Так, 17-й квартал. Очень много вопросов. 17-й квартал. Ну, вы знаете, что из 17-го квартала всего чуть больше 10 домов попали в программу переселения федеральную. Поэтому нами было принято решение, что надо немножко ускоряться. И мы, несмотря на коронавирус и всякие дополнительные расходы бюджета города Якутска, смогли выделить почти 135 миллионов рублей, чтобы еще 3 дома в 17-м квартале были снесены в этом году уже, и это за муниципальный счет. Я обещала жителям 17-го квартала, что в этом году я начну движение, и в соответствии со своими обещаниями я начну движение. Но вы должны понимать, чтобы снести весь 17-й квартал, требуются миллиарды. У города Якутска таких денег нет, но тем не менее, значит, движение есть. Да, эфир мы запишем, разместим, вы сможете чуть позже посмотреть. Если я в силу вот нашего очень высокого темпа, вы очень много вопросов задаете, лента бежит и бежит, я не на все успеваю ответить, я приношу свои извинения, но после эфира мы с коллегами обязательно на те вопросы, где есть конкретные адреса, конкретные проблемы, мы на эти вопросы ответим. По частным детским садам отвечали сейчас неоднократно, пожалуйста, смотрите потом ответы выше. На Красильникова много раз предлагали дорогу сделать трехполосную с реверсивной средней. Ну, уважаемый Михаил Кириллин, посмотрите на улицу Красильникова, где там можно сделать еще 3-ю полосу. Дорогие друзья, когда вы делаете какие-то предложения, это было бы прекрасно там сделать трехполосную дорогу, но там просто нет места для 3-й полосы. Есть ли возможность перенести автобусную остановку «Русский театр»? Красивое здание, остановка портит вид. Виктория Петрова, я абсолютно с вами согласна. Я задавала этот же вопрос, поскольку остановка, конечно, закрывает прекрасный фасад классического здания Русского театра. Но, значит, на комиссии по безопасности дорожного движения этот вопрос рассмотрели. Ее ни туда, ни сюда перенести невозможно. Но давайте я задам вопрос еще раз. Действительно, хотелось бы, чтобы театр он открылся, и перед ним можно было бы сделать небольшую какую-то зону общественную, поставить скамейки. А то у нас там парковка и остановка, конечно, портит вид. Я согласна с вами, но вот как бы технические условия, если нам позволят. Так, ну газификация Покровского тракта. Я уже отвечала на этот вопрос. Пробки до Мархи я вам только что ответила. Я сегодня дала поручение днем, чтобы посмотрели, отрегулировали еще раз светофоры. Может быть, можно будет как-то там все-таки их отрегулировать, чтобы пробки были меньше.
Ну вот, Ольга Ярлова слушает внимательно. Спасибо большое. Так, вот по признанию домов аварийными, друзья мои, значит, на сайте якутск.рф есть все адреса аварийных домов. Надо посмотреть. Так, несколько вопросов я посмотрела, было по безнадзорным лошадям. Смотрите. На сегодняшний день нет никакой юридической возможности призвать владельцев этих лошадей к административной ответственности или же призвать вообще к ответственности какой-либо. Юридической возможности нет. Вместе с тем, над этим вопросом мы работаем совместно с депутатами Якутской городской думы. Очень активную позицию, правильную, в интересах жителей города занимает народный депутат Государственного собрания Илтумен Павел Ксенофонтов, депутат от Цайсара, очень активный депутат. Значит, мы будем ускорять этот вопрос о внесении в Кодекс об административных правонарушениях Республики Саха-Якутия ответственности за незаконный выпас сельскохозяйственных животных. У нас уже и ослики по городу ходят, и коровы, и лошади, в общем, просто. Сегодня мы также приняли решение о том, что надо предусмотреть механизм предоставления земель коневодческим хозяйствам для выпаса своих лошадей. С условием огораживания, с условием контроля за выпасом. Потому что нельзя людей только бесконечно наказывать. На самом деле надо предоставить условия для того, чтобы они могли своих этих коней пасти. Тем более это поддержка сельхозпроизводителей и так далее. Поэтому механизм сегодня определенный выработан, но вот, как говорится, методом кнута и пряника. Кнутом у нас с вами будет внесение изменений в административный кодекс, а пряником у нас будет то, что коневодческие хозяйства смогут получить землю для выпаса, но при соблюдении определенных условий. Значит, медленно строится школа на 203-м микрорайоне. Значит, мы недавно с Арсением Сергеевичем Николаевым были на этом объекте, смотрели его. Значит, строители уверяют, что к концу декабря этого года школа будет построена. Надеюсь, эти темпы никак не скажутся на качестве этой школы, за этим мы будем смотреть. Значит, но это не значит, что в январе школа заработает, потому что потом мы должны будем пройти процедуры получения разрешительных документов и так далее, но в конце декабря эта школа, она должна быть построена. Так, подготовка к ОЗП Можайского 17/3 ко всему фонду УК «Арсенал Плюс», так как отчитывается, что делает все, а по факту ничего. Так, мой заместитель по жилищно-коммунальным вопросам Роман Сергеевич Сорокин и руководитель ДЖКХ меня смотрят. Прошу выйти с проверкой по жилому фонду УК «Арсенал», потому что я смотрю, в ленте уже несколько вопросов, поэтому я увидела. Так, мусор в 17-м квартале, какие планы? Так, значит, смотрите. Из 2 с лишним тысяч санитарных точек, которые есть на территории города Якутска, только порядка 5% всех санитарных точек отвечают требованиям, которые к ним предъявляются. Поэтому в этом году мы вообще, значит, очень серьезно подошли к организации дополнительных точек. В частности, мы порядка 18 миллионов рублей выделили из местного бюджета на организацию вот этих санитарных точек. В частности, мы сделаем дополнительно 62 выгребные ямы. Мы 90 существующих выгребных ям утеплим, чтобы они могли, значит, использоваться круглогодично. Мы организуем дополнительно нормальные места в 69 точках, где у нас есть места накопления крупногабаритного мусора и ТКО. И также мы должны закупить еще 300 мусорных контейнеров. Всего мы купили уже 266 мусорных контейнеров. Я вижу, что вы замечаете, что мусорные контейнеры появились, но вот еще почти порядка 300 мы должны сделать. Работа очень большая, но вы знаете, что ситуация с мусором существенно ухудшилась не только в городе Якутске, но по всей территории Российской Федерации в связи с введением так называемой мусорной реформы. Изменилась существенно схема работы с мусором, поэтому, конечно, есть определенные трудности.
И смею вас заверить, уважаемые жители, что город Якутск еще не в самой худшей ситуации. Есть города, где ситуация с мусором гораздо хуже, чем в нашем городе. Но это не в оправдание нисколько. Действительно, надо убираться, надо прибираться. Все несанкционированные свалки нам надо убрать. Поэтому работа идет. Прошу отнестись к этому с пониманием. Мусорная реформа, вот она идет только 1,5 года. Так, бездомные собаки по Притузова 6А принято. Хатынурякское шоссе, водоотведения нет. Ну, как водоотведения нет? Оно обязательно есть, просто оно не доделано. В этом году Дорис должен доделать, водоотведение обязательно будет. Вообще без водоотведения дороги мы не делаем. По лошадей я ответила. Так, мусор я вам ответила. Так, Советская 6/2, квартира 4. Аварийный стоит, но дом не сносят, все квартиры снесли, а наш стоит, как будто издевается. Мы все документы подали еще в 2000 году, но они говорят, документов нет, ждите. На Советскую 6/2 я сама выезжала, дом там, он наполовину сгоревший, это же он, да, Советская 6/2. Ну, департамент жилищных отношений, ответьте уже, пожалуйста, человеку, там, запишите по Советской 6/2. Так. Будет ли отсыпка двора между Семена Данилова 20 и 18, хотя бы заезд? Так, Сава Анатольевич, я знаю, вы прямой эфир смотрите. Пожалуйста, ответьте. Когда у города будет свой асфальтобетонный завод? Ну, видимо, это депутат нам задает этот вопрос. В городе действует, по-моему, 7 асфальтобетонных заводов, если я не ошибаюсь. Вот. Были у города планы купить свой асфальтобетонный завод, но, значит, в связи с тем, что доходы бюджета очень сильно упали, асфальтобетонный завод, планы купить его мы пока откладываем. Так, участки многодетных я ответила. Василий, надеюсь, ответите, мы уже устали ждать, я вам пишу в личку, даже все игнорят. Но, извините меня, пожалуйста, я несколько раз предупреждала о том, что я не читаю директ, я не читаю личку, потому что это очень неудобно, очень много вопросов, невозможно поставить на контроль, это мне нужно просто садиться и с утра до вечера ваши вопросы копировать, вставлять и так далее, поэтому у меня убедительная просьба, пожалуйста, все свои обращения личного характера, с персональными данными и так далее, отправляйте на электронный адрес, который указан у меня в профиле. Я не читаю личные сообщения, прошу не обижаться. И понять меня, я не отвечаю на личные сообщения. Почему свалка платная? До 1 кубического метра, значит, мусор принимается бесплатно. С городских субботников мусор принимается бесплатно. С несанкционированные свалки, которые мы убираем в городе, мусор принимается бесплатно. Для того, чтобы ваш мусор вывозили, и в том числе твердые коммунальные отходы, необходимо заключить договор с якутской сетями. Тариф там получается у нас по частному сектору где-то порядка 93 рубля в месяц. Я считаю, ну, как бы, смотрите, я думаю, что бюджет может позволить 93 рубля в месяц. Но с 1 июля у них тарифы должны поменяться. Я думаю, что якутская сеть опубликуют. Поэтому никакой здесь особой проблемы не вижу. Так, магазины по Лермонтово, где велосипедки, день и ночь продают алкоголь, очень много пьяных. Принято. Так. Кальвица 9/1, убрали все горки, качели, осталась почти пустая площадка, будут делать или нет новую площадку нормальную. Так, ну, управа, я думаю, что вы должны на этот вопрос ответить. У меня сейчас нет данных вообще конкретных по адресам детских площадках, но я должна сказать, что мы в этом году также направляем денежные средства на обустройство новых детских площадок. Значит, где-то я тут готовилась, я знала, что вы мне зададите этот вопрос. Но тут у меня детский площадки. Ищи
здесь детские площадки. Так. Пирогова, да, ремонт стоит. Если вы прослушали внимательно выступление Григорьева Евгения Николаевича, он ответил. Так. С днем рождения, Сардана Владимировна, поздравим нашего мэра. Спасибо, но пока рано. Через несколько дней поздравите. Пока рано. Спасибо. Так. Сноска Ландрашвили когда? Пожалуйста, все дома аварийные смотрите на сайте якутск.рф. Насчет земельного участка на третьего ребенка вообще промалчивают всегда, игнор на эти вопросы. Я ответила на вопрос. У нас более 6 тысяч человек состоит в очереди. 3 тысячи с лишним человек земельные участки получили, но, к сожалению, еще 6 тысяч человек в очереди с лишним стоит. Поэтому, да, это действительно очень серьезная проблема. Расформируйте управляющую компанию «Юнион». А вы не заключайте с ними договоры, или же расторгайте с ними договоры с управляющей компанией «Юнион», и тогда, в общем, они ваши дома обслуживать не будут. Вот, по детским площадкам. Вот смотрите, на ремонт детских площадок по всем управам мы в этом году выделяем около 6 миллионов рублей. И, значит, еще почти на 7 миллионов рублей мы купим новые, значит, конструкции для детских площадок. Вот. Всего в городе 611 детских площадок. Пожалуйста, значит, обращайтесь в свою управу. У каждой управы есть свой аккаунт. Уточняйте у них конкретно по своей детской площадке. Я, к сожалению, конечно, все адреса детских площадок я не помню, отвечать сейчас здесь в прямом эфире я не могу. У нас с вами еще 5 минуточек. Так, я на пляже 202 сейчас. Такого количества людей я еще никогда не видела, даже на Исыхе не видела. Друзья мои, нужно понимать, что официально все городские пляжи, точнее у нас по сути один, закрыты. Они на сегодняшний день не приспособлены, не взяты пробы воды, значит, нет подтверждения о том, что они пригодны на сегодняшний день для использования. Не подвергайте свою жизнь опасности, дайте подготовить спокойно все пляжи, и потом будете на них отдыхать. Поэтому просьба, не заставляйте полицейских, нас, значит, применять какие-то карательные меры, выгонять кого-то откуда-то. Все-таки нужно проявлять сознательность. Мы же не в полицейском государстве хотим жить. Так. Как идти на голосование, если вы уже третий прямой эфир не отвечаете на мой вопрос? Я приношу свои извинения, я не все вопросы успеваю отвечать. Вы понимаете, лента идет вот так, я просто вот что-то успеваю выхватывать, но я еще раз говорю, после прямого эфира мы с коллегами ответим на каждый вопрос. Ну и потом, вы знаете, идти голосовать или не идти голосовать, это должно быть ваше решение, независимо, ответила я на ваш вопрос или не ответила. Ваше голосование и ваша гражданская позиция никак не должны быть связаны со мной. Вы понимаете, это ваше решение. Вы должны идти голосовать, поскольку это, значит, вот определенное ваше решение, ваша гражданская позиция. И прошу меня не винить, значит, вот в сложившейся ситуации. Просто повторите вопрос или подождите окончания эфира, и на ваш вопрос обязательно ответят. Бомжей много. Да, бомжей много. К сожалению, ухудшающаяся экономическая ситуация в стране и в городе в частности, полагаю, что людей безработных, людей в тяжелой жизненной ситуации становится, к сожалению, больше. Мы нынче беспрецедентное количество денег направили на поддержку социальных учреждений, некоммерческих учреждений, общественных по сути своей, которые направлены на реабилитацию таких людей. И поэтому сейчас невозможно людей задерживать, невозможно людей арестовывать, невозможно людей за то, что он там в ненадлежащем виде сидит на улице, определять какое-то специальное учреждение. Поэтому только путем реабилитации работа проводится, и полицией работа проводится, и под эгидой уполномоченного по правам человека, и нашим муниципалитетом работа проводится, но вы должны понимать, что это свободные люди, они имеют право находиться там, где хотят. Но если они нарушают общественный порядок, то вы должны вызывать полицию, полиция в этих вопросах реагирует. Двойные, сплошные, не слишком ли много их в нашем городе. Но мы обязаны подчиняться требованиям ГИБДД. Они действуют в соответствии с утвержденными на территории Российской Федерации правилами безопасности дорожного движения.
Поэтому здесь я не могу, значит, ничего комментировать или изменить. Пожалуйста, сохраните эфир, обязательно сохраним эфир. И вот по поводу двойных сплошных. Мы, значит, при поддержке правительства Республики Саха-Якутия входим в программу финансирования. Вот в рамках умного города будут установлены дополнительные видеокамеры, и эта видеофиксация позволит нам на основе объективных данных оценивать трафик на тех или иных улицах города Якутска, значит, что впоследствии, когда мы все это проанализируем, позволит на местах, где это не нужно, двойные сплошные снимать. Мне коллеги говорят о том, что у нас осталась 1 минутка. Уважаемые коллеги, заговорилась к концу дня. Дорогие жители, уважаемые горожане, я очень вас прошу, берегите себя, ни в коем случае не ослабляйте сами масочный режим. Пожалуйста, все-таки соблюдайте меры личной безопасности, вот носите маски, чаще мойте руки, избегайте ненужных контактов. Все-таки в ближайшее время никаких праздников больших, никаких юбилеев, больших дней рождения проводить не нужно. Подумайте о своих близких, будьте социально ответственны, подумайте о своих старших, ну и берегите детей. Детям тоже небезопасно сейчас находиться на улице. Да, заболевание спадает потихоньку, но не такими темпами, как хотелось бы, и мы пока не можем говорить о том, что мы прямо вот устойчиво пошли все на выздоровление. Ситуация, она такая сегодня. Да, цифры вроде мы с вами держимся, показываем, ну, определенное снижение, но тем не менее это не повод нам с вами расслабляться. Большое вам спасибо за то, что вы смотрите, задаете вопросы. Прямой эфир будет записан, и на каждый вопрос мы с коллегами ответим. Я приношу извинения, если кому-то не успела ответить на вопрос, пожалуйста, не обижайтесь. Пусть у вас будет хорошее настроение, давайте будем оптимистами и с надеждой и радостью смотреть в будущее. Всего вам самого доброго, до свидания.